Татарстан – один из первых регионов запустил выдачу бесплатных лекарств для пациентов, которые лечатся амбулаторно. До сих пор бесплатно препараты получали только пациенты с коронавирусом в больницах. Остальные приобретали таблетки самостоятельно. И вот, наконец, справедливость восторжествовала, больных на разных койках, больничных и домашних, уравняли в правах. Казалось бы, случилось важное, главное, решение абсолютно верное, но осталось много вопросов. Кто получит лекарство, будет решать врач, а потому, если он решит, что вы именно в этих лекарствах не нуждаетесь, вы будете покупать другие из собственного кармана, конечно. Речь идет о списке препаратов, который утвержден Минздравом России. В нем 12 медикаментов. Вот они. Среди них и антибиотики, противовирусные, гормональные средства. Список вы видите сейчас на ваших экранах. Покупка одного такого набора лекарств в аптеке обойдется более чем в 2-3 тысячи рублей. И вам действительно придется покупать его самостоятельно, если, допустим, сейчас его в бесплатном наличии нет. И такое может быть. Подводных камней много. Как будет работать вся эта система на практике, пока представляется смутно. А тем временем на неделе Владимир Путин еще раз подчеркнул, что бесплатные лекарства должны дойти до всех нуждающихся максимально быстро. Однако пока непонятно, быстро или медленно и дойдут ли вообще. Ведь в аптеках по-прежнему перебои с препаратами. Откуда берутся бесплатные лекарства, если в аптеке их и за деньги не купишь? Диляра Юсупова попыталась выяснить все детали.